Белорецкий местный умелец вернул к жизни Моргуновку. Это советский автомобиль, запомнившийся многим по фильму «Операция И» и другие приключения Шурика. Мужчина отреставрировал машину и теперь спокойно на ней передвигается. Подробности в материале Анастасии Чубаевой. Не попадая в смесь, она не хочет заводить. Человека, подарившего ей вторую жизнь, машина слушается пока не с первого раза. Все-таки возраст у автомобиля солидный. О том, что Павел Копьев выезжает на улицу, соседи узнают сразу, по звуку. Машину тяжело не услышать и не заметить, словно сошедшая с экранов героиня советских фильмов. Кстати, благодаря одной из кинолент автомобиль получил прозвище «Моргуновка». Где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. Не случайно владельца авто в фильме мужчина называет инвалидом. Это автомобиль-мотоколяска. Купить его было невозможно. В советское время машину разработали специально для инвалидов. Получали их через собес. Поэтому в народе называли еще и инвалидка. Неказистое название, но вот за рулем чаще всего были люди достойные уважения. Ветераны Великой Отечественной. Пройти мимо авто многие не могут. Видели ее, да? Да я услышал даже, вспомнил детство. У меня отец инвалид был войны. Ему дали вот эту мотоколяску. Мы на ней ездили с семьей, с матерью. И я вот на этой площадке лежал. Маленький я был. Машину мужчина привез из Магнитогорска. Там она лежала разобранная. 3 года назад уже была попытка ее приобрести, но хозяин отказывался. У Павла Копьева с Моргуновкой тоже связаны детские воспоминания. Его отец, как и он, увлекался автомобилями. Этот капот очень интересная вещь. Он остался у меня от предыдущей Моргуновки. Когда-то в 70-х годах отец задумал делать самодельную машину и купил за 100 рублей Моргуновку без двигателя. Когда машину-то мы сделали в 72 году, капот с этого времени у нас все это время лежал. Представляете? Моргуновка выпускалась на Серпуховском заводе с 58 по 70 год. За это время с конвейера сошли около 180 тысяч экземпляров. Но до наших дней на ходу сохранилось довольно мало. Машина не была рассчитана на длинные поездки и подходила только для летней эксплуатации. Поэтому и крыша как у кабриолета. Все детали оригинальные, за исключением двигателя. Павел Копьев поставил не родной, а от мопеда, добавив своеобразную систему охлаждения. Я бы назвал ее принудительная водяная система охлаждения. Это то, что не было в оригинале ни на каком из агрегатов, поэтому я вынужденный мер. Я хотел поставить вентилятор, но обдув его очень сложный, непростой. И пока решил использовать воду. Для Павла Копьева Моргуновка не первый отреставрированный автомобиль, но этот – маленькая сбывшаяся мечта, говорит мужчина. Для него это не просто инвалидка, а двухместный родстер-кабриолет, пускай и в скромном советском исполнении. Анастасия Чубаева, Игорь Калугин, Дмитрий Дайнега. Новости. Белорецк.